Масштабный просветительский марафон «Знания первые» 26 сентября впервые пройдет за рубежом, в Абхазии. Инициатива о проведении мероприятия на абхазской площадке была предложена в феврале руководством организации. Это важный шаг, продиктованный стремлением укрепить гуманитарные и культурные мосты между Россией и Абхазией. Образование и просвещение остаются самым надежным фундаментом для такого взаимодействия. И именно поэтому выбран формат масштабного просветительского события. Организаторы уверены, что марафон станет катализатором просветительского движения в республике. Выступление, которое как раз-таки в достаточно таком удобном формате для молодежи, в формате открытого такого диалога, позволят молодым ребятам послушать выступления известных личностей и, собственно, позадавать им вопросы. Вопросы, которые их интересуют. Это в том числе и с точки зрения их будущего, их профориентации, вопросов трудоустройства и каких-то личных с точки зрения дальнейшего развития. Просветительские события, посвященные 80-летию атомной промышленности, стартуют еще до начала марафона. Жители Абхазии до 30 сентября смогут провести серию тематических лекций в рамках акции «Поделись своим знанием». Их объединит тематический трек «Все начинается с атома». Каждый сможет выбрать материал из каталога на сайте акции и выступить перед своей аудиторией. Среди тем «Мирный атом», «Компьютер в кубе», как российские ученые создают технологии, способные моделировать будущее, ядерные технологии, инновации, способные преобразить наше будущее, эра ядерной медицины, атомные ледоколы России. Также все желающие смогут проверить себя в квизе «Атом в моей жизни. От истории до наших дней». Ну а уже слушатели лекции узнают, как прирученный атом служит человеку в данный момент, как, собственно, атомные технологии спасают жизнь. Например, ядерная медицина помогает побеждать рак и ставить точные диагнозы. Ну и ребята, конечно же, познакомятся с уникальными российскими проектами по строительству атомных ледоколов, его ролью в развитии Арктики, экономики и науки. Ну и одна из лекций рассказывает о мире суперкомпьютеров и квантовых вычислениях, раскрывающих достижения России в этой области, ну и показывает, как российские ученые создают технологии, способные моделировать будущее. Первый федеральный просветительский марафон «Знания первые» был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки общества знания. За 4 года прошли уже 9 марафонов, в рамках которых состоялось более 1300 встреч молодежи с выдающимися людьми. А трансляции этих событий набрали более 1 миллиарда просмотров. Кирилл Хвиль отметил, что открытие представительства Российского общества знания в республике не разовое событие, а начало длительной системной работы. И это будут прежде всего просветительские программы, а именно регулярные лекции, мастер-классы, встречи с представителями ведущих российских вузов, которые будут подробно рассказывать о программах, правилах поступления, возможностях для абхазских абитуриентов. И это, конечно же, будет профориентация, то есть это организация тестирований, консультаций, помогающим как раз-таки молодым людям выбрать наиболее подходящее направление обучения и будущую свою профессию. Ну и, конечно же, это будет обмен лекторами и студентами. Марафон «Знания первые» будет идти 3 дня. Помимо Сухума, 26 сентября масштабное просветительское событие состоится в 10 городах России. Во второй день марафона 27 сентября он продолжится в Саранске и Москве. А на третий день, 28 сентября, завершится в столице России на ВДНХ. Выступления лекторов будут транслироваться на сайте Общества знания и в официальной группе просветительской организации ВКонтакте. Шазина Ханагуа, Абхазское телевидение.